Гражданам России рассказали о последствиях санкций, введенных против российских банков. При этом, как подчеркивают специалисты, для вкладчиков, находящихся в стране, нечего опасаться. Все платежные операции онлайн и через банкоматы работают в штатном режиме. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Сегодня больше всех от санкций пострадали держатели счетов за рубежом. Представители санкционных банков предупреждают, в странах, поддержавших эти запретные меры, лучше снять наличные. Все транзакции MasterCard и Visa заблокированы. В свою очередь для тех, кто пользуется услугами ВТБ, Сбербанка, Открытия, Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Внутри страны никаких ограничений нет. Связано это в первую очередь с тем, что все платежи внутри государства проходят через национальную систему платежных карт. Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет. Банк и все его сервисы работают в обычном режиме. Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении Сбербанк онлайн. Apple Pay и Google Pay работают с картами Сбера, как и раньше. Клиентам ВТБ доступны операции по всем картам банка на территории России, переводы внутри страны, снятие наличных в офисах и банкоматах. В полном объеме доступен обмен валюты. Все вклады и накопительные счета доступны без ограничений. Вы можете открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме. Тем не менее, отмечается значительный рост спроса на выдачу наличных денег среди граждан. Специалисты уверяют, санкционные банки готовы удовлетворить потребность клиентов. Так, например, в штатном режиме работают все отделения Сбербанка и ВТБ. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные. Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций. Между тем, опрос показал, большинство якутских вкладчиков на санкционные меры реагируют спокойно и без паники. Никаких очередей у банкоматов, только явное напряжение. Чего ждать дальше? Если у нас есть вклады, его нужно вложить на какую-нибудь, на недвижимость, либо там купить автомобиль, в общем, приобрести что-либо, чтобы сохранить капитал свой. А если просто взять и наличные держать под подушкой, конечно, это рискованно. Я абсолютно спокоен, даже вот положил деньги. Не думаю, что это как-то сильно коснется именно нас, обычных рабочих. Я предпочитаю пока ничего не делать, потому что сейчас первое время в эти дни это панические действия. Я думаю, что все равно ситуация стабилизируется. Стоит отметить, что теперь возможность приобрести товар за рубежом значительно уменьшилась. Страны, поддержавшие санкционные меры, попросту не принимают оплату визой или MasterCard. А это значит, что о глобальном шопинге можно забыть на неопределенное время. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск.